Лепчиков Дмитрий Николаевич, председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия, родился 20 августа 1974 года в городе Якутске. Окончил в 1997 году Якутский государственный университет имени Амосова по специальности профессиональное обучение и технические дисциплины, а в 2003 году Дальневосточную академию государственной службы по специальности финансы и кредит. Трудовую деятельность начал в 1992 году руководителем технического кружка во второй школе города Якутска. С 1999 года Дмитрий Николаевич трудится в системе МЧС, работал в муниципалитетах Якутии, в исполнительной дирекции по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в Республике Саха-Якутия. В 2015 году перешел первым заместителем председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия. Указом главы Республики Саха-Якутия от 3 октября 2018 года назначен председателем Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия. Добрый вечер, дорогие телезрители и подписчики канала «Правительство Лайф» Якутия. Сегодня, после практически месячного перерыва, возобновляются прямые эфиры в Инстаграме и в телеканале «Якутия-24» с руководителями органов исполнительной власти республики, которые, как задал тон руководитель правительства, идут на максимально открытый, прозрачный, прямой контакт с подписчиками, с населением. И сегодня у нас гость, председатель Государственного комитета по обеспечению, конечно, безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Николаевич Лепчиков. Здравствуйте. Добрый вечер. Насчет визитки, в котором очень часто звучало обеспечение, на самом деле я подражал Владимиру Владимировичу, который, как наш режиссер говорит, в последнее время исправился все-таки, начал говорить обеспечение. И шутки, конечно, уместны в неформальной обстановке, но еще раз говорю, то, что выбрали именно ваше ведомство, ваш Государственный комитет, еще связано и хронологически с тем периодом, который у нас проходит в республике. И первый вопрос от себя лично, вот как проходит сейчас паводковая обстановка, нет ли особых каких-либо эксцессов? Ну, вообще в целом на территории республики паводковый период можно пока предварительно обозначить, что он начался в ранние сроки, это период от 2 до 10 дней. Например, река Березовка, это в Среднеколымском районе, он в максимально ранние сроки 10 суток раньше. На сегодняшний день оперативная обстановка пока спокойна. На реках республики ледоход проходит при низких уровнях воды, но наши оперативные службы и оперативные группы в постоянном режиме ведут мониторинг и отслеживают ледоход на реках республики. Ну, на сегодня можно сказать о том, что мы входим в активной фазе в центральной группе. Это сегодня проходит в районе Хангаласского и городского округа Якутск. На реке Алдан ледоход приближается уже к устью. И река Вилюй тоже ледоход приближается уже недалеко от устья реки. Ну, а также где-то на границе между Среднеколымским и Верхнеколымским районом находится голова ледохода на реке Алдан. По другим рекам, ну, пока ледостав, уровни пока-то повышаются, но ждем еще предстоящий период и на этих реках, как и на Яне, и на Индигирке. Если вопрос поступает, если кто из родных отправился на охоту, какие меры безопасности, чтобы не стать клиентом одного из
клиентом, конечно, в кавычках, да, Конечно. одного из ваших подведомственных учреждений, чтобы не беспокоить и спасателей, и другие службы, которые причастны к экстренным ситуациям. Какие первоочередные меры должны соблюсти люди? Ну, вообще, человек сам должен, я думаю, человек сам должен понимать, как он себя подвергает опасности. Вот, например, при выходе на лед, уже тогда, когда уже полным ходом паводковый период. Но если оказался уже, то, конечно, в жизни всякое может быть, но нужно звонить. У нас номера телефонов оперативных служб. Это наша спасательная служба 42 40 32, ну или в ЕДДС муниципальных районов, ну или в нашу противопожарную службу 01 или с мобильных телефонов 101. Но вообще я бы сказал, вот совсем недавно, на прошлой неделе у нас прошло спасательные операции. Это на автозимниках, это в Верхнеколымском и Верхоянском районе. Все равно тогда, когда было предупреждение, что автозимники закрываются, водители оказались отрезанными, уже горные реки, уже они вышли, их отрезало, ну, была связь, они дали о себе знать, и мы оперативно, наши спасательные службы с применением авиации оперативно отреагировали. Но, с другой стороны, мы обязаны, и наши оперативные службы, и службы спасения обязаны реагировать на все вызовы, на все крики о помощи. Все равно в любом случае наши оперативные службы-то готовы реагировать 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. 7 Ну, дней хорошо, в неделю. что с охотниками пока нет таких экстремальных ситуаций. Да? И еще один наш подписчик присоединяется с вопросом. Буквально 1-2 дня стояла почти летняя погода, и уже чувствовалась такая гарь от лесных пожаров. Кто обычно участвует в тушении лесных пожаров? Привлекаются ли добровольцы, спрашивает. Ну, вообще в этом году вот так совпало. Вы, наверное, сами это чувствуете, о том, что сейчас активная фаза ледохода идет, и у нас в этот же период совпадает с лесопожарной обстановкой. На территории республики вот, с 15 мая начался лесопожарный период. С 1 мая в республике проходит месячник пожарной безопасности. Приведены в готовность все специализированные подразделения, проверена техника, личный состав. Специализированный личный состав, эта группировка составляет где-то порядка более 500 человек, техника около 200. Также привлекаются и могут привлекаться подразделения Федеральной противопожарной службы, ну а также государственной противопожарной службы республики. К ним при необходимости дополнительно привлекаются и добровольно-пожарные команды. Это у нас группировка по республике более 2500 человек. Ну, а также при необходимости, вот у нас есть государственное автономное учреждение Якутлесресурс, на договорных отношениях привлекаются местное население, это по практике. Угу. Ну, будем, еще раз говорю, у нас сейчас время надежд. Надеемся, что ледоход пройдет нормально. Надеемся, что сезон лесных пожаров не затронет, не дай бог, какие-либо населенные пункты. Вернемся опять же к паводку. В прошлом году были довольно разрушительные, не довольно, а весьма разрушительные явления вот на
на Амге, на Тате. Особое какое-либо внимание уделено ли руководством республики именно вот по направлениям, которых затронула прошлогодняя волна, огромная волна? Ну, в этом году мы отдельно дополнительно это применяли, были приняты дополнительные это мероприятия. Ну, если, например, сказать, вот в Восьмайском районе в результате заторообразования у нас был практически полностью затоплен поселок Кюпсы. В этом году мы в рамках превентивных мер в ранние сроки, ну, уже это когда приближался ледоход, мы провели два подрыва. Ну, да, второй это подрыв. Во время проведения второго это подрыва мы наблюдали уже, в принципе, в этом месте образование затора. Но я повторюсь, что данные меры были приняты превентивно. Особое мы уделили внимание тоже Амгинскому району. Ну и учитывая то, что в этом году в Амге должны пройти спортивные игры, была там организована отдельная оперативная группа. Отдельная оперативная группа была организована и в Татинском, и в Чурапчинском районе. Но сегодня также мы особое внимание сейчас вот здесь у нас в районе Хангаласского, городского округа Якутск, ну а также в Намском районе. Сегодня уже выехали дополнительные те силы с Хабаровска. К нам приехало 30 спасателей. Их мы распределили по Намскому и по Хангаласскому району уже. Также дополнительно это привлечен воздушное судно Ми-8 МЧС России у нас. Ну и сегодня две оперативные группы работают у нас в Верхнеколымском и Среднеколымском районах по отслеживанию на местах прохождения ледохода. Дмитрий Николаевич, ну мы сейчас говорим об оперативных службах, да? А какие силы, подписчик спрашивает, какие силы привлекаются для мониторинга гидрологической ситуации в целом? Насколько крепка, скажем так, составляющая, которая отслеживает ситуацию? Ну, перво-наперво это гидропосты наши. Гидропосты, гидрометслужбы. С гидрометслужбой на стационарных и в период ледохода организовывается мониторинг. Это где-то порядка 200 гидропостов. Также применяются спутниковый это мониторинг. Мы получаем спутниковые снимки в течение суток. Ну а также мы в этом году, авиакомпания «Полярные авиалинии» у нас приобрела комплекс беспилотных аппаратов. Это концерна Калашникова ЗАЛа-427. И это беспилотные аппараты дальнего действия. Радиус у него где-то порядка 50 километров, до 5 часов полета. И мы с этими аппаратами сегодня ведется активный мониторинг всей паводковой ситуации. Также данные беспилотники могут в различных сферах применяться и в картографии, ну а также по мониторингу лесопожарной обстановки на территории республики. Ну и мы тоже планируем тоже данные аппараты это применять при поисково-спасательных работах нашей службы спасения. Ну, отлично, отличная новость. Еще раз, довольно много интересуется, ну, видимо, смотрят по камерам, как двигается лед на Табаге, в районе Якутска и так далее. Следующий вопрос, который, опять же, наш подписчик, когда прогнозируется вторая волна, и вообще какие прогнозы по ее прохождению? Ну, вообще формирование второй волны это возникает вследствие таяния снега на горных участках.
Ну, в верховьях Лены, в верховьях Алдана мы где-то прогнозируем это в конце июня, в первой декаде июня. Ну а на северных реках мы где-то прогнозируем начало второй волны. Это где-то в конце июня, в начале июля. Мы вспоминаем 2007 год, 2008 год, когда у нас в начале июля в результате резкого таяния, при резкого повышения этой температуры ледники начали таять, и у нас пострадали ряд населенных пунктов в Верхоянском районе, в Амиконском районе, Абыйском, Омском было. В этих районах в середине лета мы в результате дорожной и в то же время были продолжительные дожди, ну и резкое повышение температуры. В результате этого второй волны пострадали ряд населенных пунктов. Ну и там тоже были крупные ущербы. Предлагаю отвлечься немножко, буквально минутку-другую, посвятить блоку таких кратких ответов на краткие вопросы. Согласны? Какая первая запись стоит в трудовой книжке? Первая запись в трудовой книжке – это руководитель кружка школы номер 2. Отлично. Занимаетесь ли спортом и вообще считаете ли себя спортивным человеком? Хотя бы по телевизору. Ну, спортивный, любой мужчина должен поддерживать спортивную форму. Мы с сыном занесли штангу. Приходилось ли в юности, молодости вступать в какие-либо конфликтные ситуации? С кулаками. Можно с кулаками? Можно там вообще? Можно же... Ну, в молодости, конечно, разные случаи были. Ну, иногда и были такие моменты. У кого их не было? Даже у меня, скажем. Что, по-вашему, все-таки главное в жизни? Вот не то, что в молодости, а вот сейчас, в зрелости. Ну, отвечать, наверное, за те слова и за те поступки, и быть правдивым. Быть правдивым. И последнее. Почему-то сезон охоты, и, ну, я понимаю, что по долгу службы и так далее. Да? Вообще, как вы относитесь к отдыху, к активному отдыху? Ну, если бывает минутка, свободное время, с семьей, с друзьями, мы всегда стараемся выезжать на охоту, на рыбалку, ну, на природу. Люблю охотиться. Кто не любит, кто не любит. И Якутск подключается более активно. Затопит ли Даркылах, готовится ли к нам к каким-либо определенным мероприятиям эвакуационным, видимо? Ну, затопит или не затопит, пока мы на сегодняшний день наблюдаем. Но на сегодня, если мне не изменяет память, Даркылах при низких уровнях, он тоже его затапливает. И сегодня я рекомендую тому населению, которое находится в районе Даркылаха, все-таки позаботиться, отогнать технику, вещи поднять на возвышенные места. Ну и там традиционно у нас в районе Даркылаха организовывается пост спасательный. Ну и следовать всем тем инструкциям наших сотрудников, те, которые находятся на этом посту. Ну и обязательно следить за той информацией. В средствах массовой информации сегодня и по радио, и по телевизору, и по интернету идет оперативная обстановка, и следить за этой информацией постоянно. В Забайкалье ситуация, мы помним, вот буквально месяц, по-моему, прошел или нет, да? Меньше, да. Ситуация была очень серьезной. Решать ситуацию, вернее, последствия ситуации пришлось даже на уровне руководства страны. Наши населенные пункты, они, как вы думаете, учли печальный опыт наших соседей? Или как они вообще готовятся к пожарному
сезону. Пожарным, да. Периоду. Пожароопасному. Да, да, пожароопасному периоду. Ну, мы вообще началась подготовка, можно сказать, еще с прошлого года. Были приняты ряд решений правительства. Это и постановление правительства республики о защите населенных пунктов от лесных пожаров, ну а также о мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории этой республики в 2019 году, где всем и органам исполнительной власти, и органам местного самоуправления, предприятиям, организациям были поставлены четкие задачи о обеспечении подготовки к пожароопасному периоду 2019 года. Органы местного самоуправления на сегодняшний день в рамках этой подготовки были уточнены планы тушения лесных пожаров, была проведена проверка техники, личного состава, была проведена проверка систем оповещения, ну а также готовность, я еще раз повторюсь, готовность техники, ну а также в рамках по подготовке защиты самих населенных пунктах были проверены противопожарные разрывы, еще раз проверены минерализованные зоны, где не были проведены данные работы, они дополнительно были проведены. И буквально вот 15 числа под руководством заместителя председателя правительства республики Денис Георгиевич Белозеров провел видеоконференцию с муниципальными образованиями, где была еще дополнительно поставлена задача устранить в ближайшее время те нарушения, которые были выявлены службами Пожнадзора в рамках проверки готовности органов местного самоуправления к лесопожарному периоду 2019 года. Там поставлены жесткие сроки, ну а также в этом году в законодательстве Российской Федерации были ужесточена ответственность. Это вплоть и по административному кодексу, и вплоть до привлечения к уголовной ответственности за неподготовку или бездействие к лесопожарному периоду. Опять же, к пожарам, да? Вообще сельхозпалы, правила, вернее, проведения, к ним требования их проведения, они меняются. Каковы наиболее свежие, скажем так, комментарии вот по данному вопросу? Вообще можно ли применять сельхозпалы для решения определенных задач в сельском хозяйстве, в первую очередь? Ну, сельхозпалы на землях сельхозназначения в соответствии с правилами проведения, утвержденные постановлением правительства, они запрещены полностью. Но мы знаем о том, что с прошлого года наши депутатами Ильтумен дополнительно вносятся предложения по внесению изменений, дополнений в федеральное законодательство. Больше того, чтобы конкретизировать те или иные мероприятия по сельхозпалам. Да, мы знаем о том, что раньше в советское время сельхозпалы проводились, даже были выпущены инструкции, даже есть по проведению сельхозпалов, но учитывая то, что в последние годы ужесточились требования к лесопожарной обстановке, и на сегодня данные сельхозпалы полностью они запрещены. Вернемся обратно к ледоходу. Подписчик спрашивает, вот те взрывы, которые применяют для устранения заторов, да, они вообще насколько безопасны? Ну, понятно, что взрыв сам по себе небезопасная штучка. Мы проводим взрывные работы, на сегодняшний день это вынужденная мера, как мы все понимаем, в целях недопущения затопления объектов экономики, и самого населенного пункта или минимизации этих
ущербов. На сегодняшний день экологи с нами соглашаются, что такие работы необходимы, и на сегодня такого влияния на экологию вследствие данных взрывов нету. Но мы, вот вы, наверное, помните тоже, в период прохождения в 2001 году, в 1998 здесь даже применяли фронтовую авиацию и прямо бомбами рушили заторы в районе Ленска, в районе Якутска. А насколько это эффективно вообще, применение бомбардировщиков? Ну, эффективно, неэффективно. Бомбардировщики это показали, ну, где-то эффективно, где-то неэффективно. Почему? Потому что структура льда в разном заторе, или лед монолитный, да, или он при низких период ледохода, если наступают низкие температуры, а лед он в виде каши, при низких температурах его сковывает, и в принципе там неэффективно даже теми методами, которые мы сегодня применяем. Но на сегодняшний день пока мы видим те взрывные работы, они у нас эффективны. Мало того, в рамках подготовки к паводку применяется, вот мы активно применяем и зачернение льда, и распиловку льда именно в тех местах, где могут быть заторы. Опять же, видимо, ледоход – это тема номер один. Да? Люди спрашивают, по мнению Дмитрия Николаевича, где и когда лучше всего наблюдать ледоход? Вот чисто полюбоваться. Ну, исходя из моего личного опыта, да, мы иногда с семьей выезжаем и на Табагинский мыс, там есть площадка. Кангаласский, ну, а кто-то наблюдает здесь, в районе Дарклаха, в районе переправы. Ну, я думаю, больше как-то, ну, кому где, на вкус и цвет, как говорится. Да хоть на тот же Даркалах, если пройти, то можно, наверное... Ну, можно. Да. Куда звонить в случае, если увидел пожар в лесу? Ну, во-первых, можно звонить в службу 112. В этом году мы запустили данную систему 112. Это в городском округе Якутск и поселке Жатай. С нового года, с 2020 года, данная система должна заработать на всей территории республики. Также у наших коллег-лесников есть единый номер телефона, это 8 800 194 00. Ну, а также наши оперативные службы все и наша противопожарная служба 01 с мобильного 101 можно звонить и обязательно дать сигнал о том, что там в таком-то районе наблюдается лесной пожар. Ну, на самом деле я удивляюсь просто как бы неведению людей, что ли, которые в любом же телефоне экстренные службы, там, допустим, тот же 112 и так далее, можно набрать. Но вот насчет существования бесплатного номера 8 800, который... Это общероссийский номер, да. Это 94 00, да? Да, 194 194 00. В случае, если вы видите какую-либо экстренную ситуацию, будь то лесной или пожар, пожар в строении или любое ДТП и так далее, можно, в принципе, звонить. На самом деле, Госком ОБЖ, как сокращенно называют ведомство Дмитрия Николаевича, он занимается не только оперативным вмешательством или в пожарную ситуацию, или в паводковую ситуацию. На самом деле, функций у Госком ОБЖ достаточно много. Это и логистические, да, это и... Да, вопросы... снабжения. Мы курируем общую координацию завоза грузов в республику и в навигационный период, и в зимний период. Также вопросы гражданской обороны, гражданской и территориальной обороны, ну а также вопросы предупреждения и ликвидации ЧС всего комплекса.
предупреждения. Это и пожары, и техногенные, и природные чрезвычайные ситуации. Еще раз говорю, функции у ведомства Дмитрия Николаевича гораздо больше, чем спасение в паводковую ситуацию или работы в пожарный период, пожароопасный период. Поэтому спасибо, что уделили нам время, спасибо, что ответили на все интересующие наших подписчиков, наших телезрителей вопросы. Площадка правительства Лайф остается одной из самых открытых, одной из самых прозрачных, близких, прямых каналов прямого диалога с населением нашей республики. Сегодня у нас в гостях был руководитель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Николаевич Левчиков. А мы увидимся ровно через неделю. Уже будут другие руководители органов исполнительной власти республики. Так что ровно через неделю, в пятницу, в 18:15, правительство Лайф. Подписывайтесь, оставайтесь на связи, на прямой связи с нами, с руководством республики. Спасибо.